Арбуз, когда, по-моему, созревает, должен у него вот это место высыхать. Руководитель турко-месхетинской общины в республике Бенали Халилов с гордостью показывает дары природы, выращенные собственным трудом. Арбуз, дыня, картошка, морковь, лук и свекла – все это результат кропотливой работы местных земледельцев. Ребенку человек так не ухаживает, как мы на эти вещи смотрим. Не, серьезно. Это, если какой-то уход такой, как ребенку говорят же, не будет, это растение сам по себе же не растет. Надо брызгать, чтобы разные черви, мерви не попались. В свое время надо удобрять в свое время, чтобы они выросли хорошенькими. Ну, мы уже как бы специалисты стали. Каждый турок отдельности один агроном. В процессе выращивания овощей не используют какие-либо добавки. Здесь хотят вырастить экологически чистый продукт без пестицидов. Сейчас эти трудяги заняты по большей части луком. Грядки бережно ухоженные, через каждые 5-6 протянуты шланги для полива. А после того, как урожай собран, его нужно почистить и красиво расфасовать. Сначала собираем, потом приносим, вот так ставим, чистим вот эти поштучно туда-сюда. И потом их кучку вот так делаем, вот резинки специально продается, как говорится, вот такой, да. И потом заворачиваем, вот так кучками сюда бросаем. Правда, не считаем, сколько штук сюда надо делать. Примерно так, да? Да, примерно. Там меньше не делай, потом клиенты обидеться невозможно. Турки-месхетинцы за время проживания в республике прекрасно освоили пахотные земли. Из сотен семей, проживающих в регионе, почти все работают на полях, через которые тянется Алханчурский канал. С каждым годом численность турецкой диаспоры только растет, как и объем продукции, выращиваемой земледельцами. Трудолюбие у турков в крови, делится Бенали. Когда говорят турок, это связано с землей. Перевод земледелец как бы идет. И когда в любом месте спрашивают, кто типа нации, ну, грубо так если сказать, турок, говорит, насчет земли начинается развязка слов. Что сажаете, что выращиваете. Мы и этим гордимся, что у нас есть такое, как бы сказать, ремесло, что мы этим занимаемся, сажаем, выращиваем, бываем полезным людям, где мы находимся. Я благодарю еще ингушскому народу, что дают такой возможности здесь жить, выращивать, работать. И мне, если спросят, какой народ самый прекрасный, я бы сказал всегда ингуши. Весь урожай, выращенный и собранный на ингушской земле, турки-месхетинцы реализуют на местных рынках. Большая доля продукции отправляется и в соседние республики. И реализуется на прилавках в магазинах по всей стране. Микаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.